2012 жылы, осыдан 12 жыл бұрын Астана қаласында мен квартирант болғанмын. Квартирант болғанда 3 бөлмелі үй снимать етіп тұрдық. Бала шағамен, екі ұлым болды ол кезде. Сонда сол 3 бөлмелі үйдің арендасын маған жеңіл болу үшін бір бөлмесін субаренда дейді ғой, басқа адамдарға тапсырдым. Сол кезде 2012 жылы сол жерде тұрған Ләззат деген ханым сол кезде айтып жүрген, Сбербанк надо копить, надо копить, надо копить деп. Сол кезде біз оны менсінбейміз ғой. А что ол жилстрой деген вообще біздің басымызға кіріп шыққан жүрген кезде, сол кезде Ләззат ханым біздің бүгін студияда деп айтсақ, ол біздің компаниямызға келіп қалай жинағанын бәрі туралы айтып бергісі келіп отыр. Правда, орысша айтады. Ну, енді сіздер бәрін орысша түсінесіздер. Ләззат, во-первых, спасибо, что согласились дать интервью. Это интервью будет, как скажем, как вы шли к заветной мечте в своей квартире. В общем, когда вот в 2012 году мы вместе жили, вы тоже были квартирантом, я тоже был квартирантом, но я по-своему получил. Ну, вы как? У вас получилось? Я знаю, что вы тогда работали мастер-принт, по-моему, да? И зарплата небольшая была. Сколько там тогда была зарплата? 150 тысяч тенге. 150 тысяч тенге на руки было, да? В те времена. А в те времена это 150 тысяч тенге, это аренда трехкомнатной квартиры. Да, и 150 тысяч тенге я 45 тысяч тенге отдавала за аренду комнаты. Да, мне, да? Да. И еще там немножко комуслуги были, еще комуслуги оплачивала. Вот осталось, грубо говоря, 100, даже 95 тысяч тенге. Да. Теперь как было? В общем, я приехала в Астану в 2003 году, вот, и, значит, я тогда про Жилстройсбербанк вообще ничего не знала абсолютно. В 2011 году я решила, все-таки набралась смелости, пошла в этот банк, открыла депозит, и мне объяснили, вот как надо копить деньги. В общем, копила, 6 лет я копила, через 6 лет я прошла на однокомнатную квартиру по конкурсу «Доступное жилье 2020». Были пулы, и я по пулу на свой дом прошла по конкурсу. Там на однокомнатную квартиру, да. Вот я до сих пор в этой однокомнатной квартире живу, ключи я получила в сентябре 2015 года. Вот я прям даже помню, 18 сентября я ключи получила. И вот, даже дату помните? Да, я даже помню дату, потому что до этого я много лет скиталась. С 2003 по 2015 год, вот считайте, я 12 лет я скиталась по квартирам. Вот, из них 6 лет я состояла в Госбанке. Да, тогда жил. Я извиняюсь, вот 150 тысяч тенге, из них 45 в аренду отдали, ну, грубо говоря, 50 убрали, 100 тысяч осталось. Из этих 100 сколько вы копили? По-разному. Могла вот там 20 тысяч отнести, 30 тысяч могла отнести. Ну, максимально сколько вы отнесли? Если, допустим, там какие-то премиальные были, колымы были, я даже помню, у меня был последний взнос, я сделала 200 тысяч тенге. Ух ты. Вы живете как бы одна. Ну вот я. Да. Премию там могли дать на работу. Ну, премию давали всего один раз в год. Потому что мне сейчас 33 года, и конечно, детородный возраст он проходит. Во всем. Вот сейчас многие клиенты говорят, копить не получается, у нас не остается и так далее. Вы как-то, что, в каких сферах вы экономили? Вот, смотрите, я не покупала лишнего. То есть в гости не ходила, гостей позвать у меня тоже не было возможности, потому что я на съемной квартире жила. Там никакой личной жизни, семьи нет, детей нет. Там какие-то дорогие вещи я себе тоже не могла купить. Ну, я вот честно скажу, да, я экономила по максимуму, но суть в том, что из 6 лет фактически я копила только 4 года. Остальные 2 года у меня просто деньги лежали в депозите, я уже просто подавала заявление на конкурс. И вот на 4-й раз я пошла. Вот честно скажу, я 3 раза до этого не проходила, на 4-й раз я пошла. В 2015 году была новая формула расчета баллов, и я вот по этой новой формуле я прошла. Отлично. Теперь, хорошо, теперь вы однокомнатную получили, теперь ежемесячно платите. Да. Потом, я так понимаю, у вас привычка осталась копить, правильно? Да, привычка осталась. У меня вообще была цель двухкомнатную квартиру получить. У меня мечта, цель, сейчас передо мной стоит цель, это двухкомнатная квартира. Вот в однокомнатной я живу, ипотеку я закрыла досрочно, у меня ипотека получилась очень доступная, я должна была платить в течение 6 лет по 17 128 тенге. 17 тысяч? Да, я прошла на ипотеку в 2015 году, на ипотеку по программе «Доступное жилье 2020». У меня вышло 120 тысяч тенге за 1 квадратный метр. Я успела по этой цене получить.
Цена непрерывно растет. Уже когда я прошла по конкурсу на стоимость по 120 тысяч тенге на квадрат метр, уже тогда цены были в Астане 240 тысяч за квадрат. В 2015 году Два раза. уже были такие 140 тысяч, 180, уже были такие цены. Я ипотеку закрыла досрочно, закрыла я в 2019 году. Досрочно закрыла. Я была в декрете. У меня с появлением квартиры появилась семья, появился ребенок. Вот сейчас моей дочке 7 лет. Закрыла ипотеку в 2019 году. В 2020 году я вышла из декрета и опять начала копить. Опять начал. Опять С начала 20-го копить. года? Да, с 2020 года я опять начала копить. У меня вот Тоже начали экономить, да? Тоже экономила, да. Вот зарплату получила, все, там, пол зарплаты в банк. Причем зарплата у меня вообще маленькая была. Если не секрет. Чистыми на руки, это было государственное предприятие, госпредприятие, 170 тысяч тенге. И сколько? Вот из этих 170 я старалась хотя бы 70-80 тысяч отложить. Уже Отложить вот в БСБанк. Иногда могла 50 тысяч. Такой прям конкретной таксы ежемесячно не было. То есть вот максимально сколько, да, максимально старалась. Сколько могу, столько откладываю. Потом, значит, сколько копила вот 20-й год, 21-й и 22-й. Вот где-то 3 года я копила. В 22-м году, в марте, 9 марта, я в 9 утра вышла из дома и сказала, я домой вечером вернусь с результатом. Я весь день бегала, я зашла в 2 строительные компании, я сказала, вот в одной из этих компаний я обязательно что-нибудь возьму. Я с пустыми руками домой не вернусь. Почему? Потому что после того, как начались вот эти вот проблемы с Украиной, начался неадекватный рост цен на жилье. Я сказала, вот я 9 марта 22 года, я вышла из дома в 9 утра и сказала, я прям домой. Дату помните? Да, я прям дату помню. У меня просто везде на бумагах 9 марта дата стоит. Я домой вернулась с результатом. И нашли квартиру? Да, я нашла квартиру. И это 50 на 50 было или 20? 50 на 50. То есть половину уже накопили, да? Да. У меня Однокомнатная. вторая квартира у меня тоже однокомнатная. Мне все говорили, вот она такая маленькая, 34 квадрата, 10,5 миллионов тенге. Зачем ты ее купила? Ну, вот лучше бы ты эти деньги оставила, и они бы там спокойно лежали бы. А сейчас эти же люди мне говорят, за сколько ты купила эту квартиру? Я говорю, за 10,5 миллионов. Слушай, как ты удачно купила. Прям завидуют, да? Нет, они не завидуют, они говорят, ну вот, молодец, успела, надо было, оказывается, вложить. Вы, я так понимаю, 5,250 накопили тогда. Правильно получается? Если 10,500. Ну, да. Все понятно. А эти, получается, сейчас вы уже платите за эту квартиру, Сейчас я выплачиваю за эту квартиру, но, опять-таки, эта квартира уже сдается, там живут квартиранты. Сама себя Она окупает. сама себя окупает, Вообще супер. и у меня с этой квартиры еще даже чистыми остается 70 тысяч тенге. Еще сверху. Да, то есть я эти 70 тысяч тенге куда-то... Они у меня тоже уходят в БСБанк. Вообще. Сейчас опять копите? Я опять коплю. У меня 3-й договор, я поставила перед собой цель 2-комнатную квартиру. Почему? Потому что у меня дочь, и у дочки должна быть отдельная комната. Вот поэтому хотя бы вот сейчас цены так сильно выросли, что... Вот вчера, когда мы разговаривали, вы сказали, за 13 месяцев сколько накопили, чтобы люди знали? Я накопила 4 миллиона 250 тысяч. За 13 месяцев? За 13 месяцев, да. Ағайында 13 айда 4 миллион. Сколько зарплата, если не секрет? Зарплата маленькая. 200 тысяч, но госпредприятие иногда премия была. Еще премию вводить и так далее. Ну, муж еще есть. Муж, тоже помогает? Немножко, да, помогает. Отлично. Еще от квартирантов, 70 тысяч где-то. Да. То есть, получается, все равно вы сейчас в режиме экономии живете. Да. Правильно понимаю, да? Все равно. Да. То есть вы туда-сюда не гуляете и так далее. Мы не гуляем, мы не работаем на унитаз. Вот все, что вы съедите, уйдет в унитаз. Это 100%. Вот. Я не понимаю, что за... Мы не переплачиваем. Если где-то что-то получается там со скидкой купить, мы экономим, конечно. Чрезмерного такого прям, как говорится, шикарного образа жизни мы не ведем. Но... Зато за плечами будет 3 квартиры. Алла жаса, я цель перед собой поставила. Вот Алла жаса 3-я квартира будет. Достар, көрдіңіздер ма, Ләззат ханымда алдыға қойған мақсат бар. Анау қыдыру, мысалы үшін біз тойға барасыз ба? 1 рет болды. 1 рет болдыңыз ба? Зовет только один раз. А мы каждый раз, если кто-то зовет, то сразу мы должны пойти, обязательно там 30-40 мың тенге беруіміз керекпіз и так далее. А она вообще... А вот теперь смотрите, вопрос такой. Если вы сейчас никому не ходите, к вам же тоже не ходите? Ну, в однокомнатную квартиру гостей много не пригласишь. Нет, вообще, скоро же все равно уже будете как-то Да, делать какой-то твой и так далее. Ну, дай бог.
посмотрим, да? Да, если двухкомнатную получу, надо. Да, да. Вот, то есть, получается, қазір өз жағдайын бәрін жасап алады, одан кейін барып пожалуйста, иә? Мгм. Дұрыс. Так что, достар, Ләззат ханымнан мотивация алдыңдар деп ойлаймын. Бұл кісі бизнесмен емес, бір бизнесі бар болып, ақшасы көп болған азамат емес. Кәдімгі айлықта өздеріңіз сияқты 150-200 мыңға, көп болса 250 шығар асып кетсе зарплата. Барлығын жинақтап, тек отбасыға салып отыр. Сондықтан, достар, сіздерге мотивация болсын деген ниетпен Ләззат ханымды сізбен интервью шақырып айттым. Ләззат ханым, реально, вот большое спасибо, что вы дали толчок. Я думаю, после просмотра этого видео многие задумаются. Скажут, вот простой человек, Ләззат, то же самое, как я, вот, честно говоря. Да. Почему бы нет? Почему бы нет? Давайте вперед. Пожелание такое, ставьте перед собой цели, идите к этой цели бесповоротно. Не растрачивайтесь по мелочам. Вот поверьте мне, есть сапоги за 100 тысяч, а есть сапоги за 40 тысяч. Вот, поверьте мне, носятся они одинаково. Поэтому можно в пуховике походить, а можно в норковой шубе походить за миллион. Поэтому решать вам, какие Точно. цели вы перед собой ставите и к чему вы в конечном итоге придете. Супер. Рахмет большое. Супер. Аман болайық.